В языке у нас есть две больших проблемы. Первая – это пуризм. С этим столкнулись очень многие национальные государства. То есть, когда приходили и начинали выдумывать сложный новый язык. И это на самом деле усложняет язык и не позволяет его освоить массам. То есть, вот, если интернет на русском интернет, на турецком интернет, у нас галантор. То есть, если информация на английском, на турецком, на русском это одинаковое, у нас акпарат. То есть, соответственно, с этим пуризмом надо бороться. Это вот первый вариант для того, чтобы облегчить вход людей в казахский язык. Ну и второй момент, тут нужно расширять зону словарного запаса казахского языка. То есть вот уже правильно сказали, что в принципе многие контент потребляется на русском языке. Поэтому до тех пор, пока объем использования казахского языка будет очень маленький, и он не будет развиваться, то это будет продолжаться. Потому что на самом деле все познается через язык, а если язык имеет маленький охват, то, соответственно, он будет всегда отставать. И если мы говорим вообще про идентичность, я бы, конечно, хотел бы вспомнить, вот есть у нас большой спор между, что такое нация, то есть нации бывает двух видов, этническая и гражданская. То есть у нас часто на русском языке понимают, что нация это что-то плохое, национализм это что-то плохое, потому что это идет из канонов советского времени, когда вот это считалось... Ну, там был интернационализм это главное, а национализм это негативное. А если возьмем английский язык, то слово национализм и нация там имеет такой нейтральный характер. Это нейтральное слово, аналог патриотизма. Поэтому если мы хотим что-то строить единую нацию, то нам на самом деле нужно отказаться от многих советских установок. Потому что на самом деле советские установки, они часто, то есть если мы возьмем, например, казахское общество 18-19 веков, оно абсорбировало и включило в свой состав огромное количество представителей других наций. Туркмены, каракалпаки, кыргызы, татары, русские, казаки, которые бежали тоже. То есть они все стали потом казахами, у них РУ назывался там кыргыз, шала-казак, там еще как-нибудь, но они потом все интегрировались, сделали одну гражданскую нацию. А советская эпоха, она поставила так, что есть четкие границы между нациями. И на самом деле вот сейчас время пришло, чтобы эти границы стирать и отходить от этих советских немножко стереотипов.